Гори, да не везде. В столице Коми проводили зиму без традиционного масленичного столба и сжигания чучела. Причина – пандемия коронавируса. Было принято решение развлечь жителей столицы другими, не такими массовыми способами. Так, на Стефановской площади развернулась торгово-выставочная ярмарка «Широкая масленица», на которой можно было отведать блинов и шашлыка, а также приобрести поделки и сувениры местных умельцев. Из традиционных уже площадок осталось проведение конкурса «Чучело масленицы», который Сыктывкарский центр комикультуры организовал вот уже в 15-й раз. Будет номинация на скором. В каждой номинации есть свои требования. Если это, скажем, эко-масленица, то ее нужно сделать из природных материалов. А, скажем, в номинации «Фэнш-масленица» люди пытаются отразить свое современное видение на традиционное чучело. Поэтому каждый старается показать свою фантазию. Пошло дело! Ура! С огоньком же зиму провожали, пожалуй, только в финно-угорском этнопарке, где вместе с традиционным чучелом масленицы сожгли еще и пугало коронавируса. Ударить по вирусу не огнем, а спортом решили на Сысоле. Так, в рамках традиционного праздника Гажа-Валяй в Визинге прошли соревнования охотничьи забавы. Участники бегали на лямпах, стреляли из винтовок и разжигали костер. А еще гости и жители райцентра играли в хоккей в валенках, проводили семейную эстафету и, конечно же, угощались блинами. Однако уже с сегодняшнего дня следует ограничить себя в еде и в развлечениях. Так, у православных начался Великий пост, самый строгий и продолжительный. В течение всего этого времени принято уделять особое внимание духовной жизни. Пост продлится 7 недель и завершится Пасхой, которая в этом году приходится на 2 мая. Во всех тонкостях этого периода сразу после выпуска новостей в программе «Детали актуальные» расскажет архиепископ Сыктывкарский и коми-зырянский Петерим.